Андрей Александрович, актуальная тема государственной поддержки бизнеса. В Коми на территориях арктической зоны выдают земельные участки, которые называют арктическим гектаром. И к таким территориям относятся у нас Воркута, Инта, Усинск и Усть-Илимский район. Какие первые итоги можно озвучить по этой мере поддержки? Да, у нас с 1 августа 2021 года в Республике Коми открылась возможность получить арктический гектар, вернее, по программе «Арктический гектар» для жителей именно арктических регионов. У нас их 4, мы их озвучили: Воркута, Инта, Усинск и Усть-Илим. На сегодняшний день, с 1 февраля, продолжу, 2022 года, эта возможность открыта для всех жителей Российской Федерации. И на сегодняшний день у нас уже есть результат. Вот на 1 сентября мы имеем заявление от 86 граждан, как наших республики, так и жителей Российской Федерации, на почти 49 гектаров. Вот. И почему так много заявлений, так выделено пока мало гектаров, поясню. Потому что некоторые заявления есть комплексные, коллективные, есть заявления не на целый гектар, поэтому тут немножко не сходится. Вроде как бы 1 гектар, 1 заявитель. Нет, немножко другая. Тут работает другой принцип. Вот. Но уже на сегодняшний день часть граждан получили. Мы заключили 30 договоров безвозмездного пользования этими землями. Поясню, определились граждане только по 3 земельным участкам и их для дальнейшего использования. Поясню, что в соответствии с законом граждане в течение 5 лет имеют право безвозмездно использовать этот земельный участок, и определиться они могут в конце этого срока даже. И только в конце этого срока, уже определив его дальнейшее использование, они уже берут этот земельный участок в аренду и используют так, как они себе наметили. Вот этот срок 5-летний позволяет им пока без определения. Но у нас уже 3 гражданина определили такой для себя вид использования. Два заявления подали на использование под жилищное строительство, 1 под бизнес. На сегодня вот такие результаты у нас. Это наши жители? Да, это наши жители. Как долго еще можно будет пользоваться этой землей, и как долго можно еще подавать заявление? Заявление можно подавать, пока эта программа действует, она не имеет ограничений. На сегодняшний день, я еще раз повторюсь, у нас 5-летний цикл безвозмездного использования этого земельного участка для тех, кто подал заявление и получил их по договору безвозмездного пользования. Дальше, если он, допустим, не определился, то что? Дальше, если он определился с его использованием и собирается его дальше использовать, то есть 2 варианта. Как и установлено земельным законодательством, это или взять в аренду этот земельный участок и продолжить его использовать на таком праве, или выкупить его и также продолжить использовать уже как частная собственность. А если не определился, то нужно отдать обратно? Да. То есть в любой момент человек может также написать заявление, отказаться от этого использования. Это договор, он вполне себе может быть расторгнут по соглашению сторон.